что, ребятки, продолжаем наше однодневное путешествие. И у нас очень крутые люди всегда. Сейчас знакомимся. Андрей Батурин. Что мы знаем об Андрее? Во-первых, это человек... Да, во-первых, это человек-пароход, который, не буду говорить, что он нам помогал, но он у нас принимал защиту гранта. Помогал. Мне вы понравились, поэтому я вас поддержал. Один из экспертов. Может быть, и остальные эксперты поддержали, потому что один бы я не выиграл, один бы я вам не помог. А вы же все равно все в конце собираетесь и обсуждаете? Ну, мы обсуждаем, да, что важнее для искусства, для Родины, для нашей, для молодежи, для нашей. Обсуждаем, конечно, но вы были единогласно поддержаны, поэтому я очень удивился, что вас не было в этом году, вот именно, хотя у вас современная музыка, да? Да. Просили только, у нас только вопрос, просили 1 миллион, а дали 800, почему? Ну, потому что, значит, оценили, что можно где-то пойти на уменьшение сметы. Срезать смету можно. тоже есть определенные законы, по которым смета пишется, и, значит, где-то углядели, что можете быть скромнее чуть-чуть, но вы же все равно это все сделали, несмотря ни на что, потому что люди говорят тоже, а некоторые просят 2 миллиона, 2,5 миллиона, говорят, ну ладно, если не дадите, мы и сами сделаем. Вот я не понимаю, как к этому относиться. Если заметить, по-простому, проси больше, получишь чуть меньше. Нет, такой логики нет. Если проект написан с точки зрения регламента Росмолодежи верно, то ты получишь столько, сколько надо. Ну, единственное, что проект еще соответствовал каким-то критериям необходимым. Но самое главное, ребят, нас ждут. Заметьте, в том году защитились, нас запомнили, значит, будем продолжать просить денег на хорошие проекты. Ждут. Вот, Это же популярная группа, как же без вас? Как шоу-бизнес московский без вас вообще, вот это тоже странно. Только вам смотрите, что сегодня сказал один прекрасный человек, Рустем Нуриев, он бывший концертный директор группы Ума Турман. Он сказал, парни, вот все хорошо, то, что вы делаете на удмуртском языке, поднимаете культуру, но если вы хотите взять Москву, вам надо на русском языке. Ну, вы можете сделать симбиоз, можете часть произведений делать на русском, часть на удмуртском. Вот такая же проблема была, мальчик-рэпер Амирхан из Кабардино-Балкарии, мне кажется. Он тоже говорит, что как бы все поют на свадьбе, все поют на родном языке, как бы он со своим рэпом на русском языке немножко не вписывается в это. Но надо искать чего-то, в конце концов, есть примеры. Замечательный ансамбль песняры белорусский, который в эпоху моей молодости сделал белорусские песни понятными всем во всем мире и популярными. И действительно, они стали звездами, и артисты, и песни. Поэтому... Ребят, будем пробовать. Значит, ну, а что надо это делать? Конечно. Но опять же, вот правильно сказал, что есть хороший пример, это с нашими бурановскими бабушками. Да, кстати, бабушки, удачный проект, точно. Где есть коллаборация и английский язык, удмуртский язык, ну и, естественно, русский язык также маленький. Не, у вас все талантливо, музыкально все, поэтому я думаю, что у вас получится. И это говорит человек с высокой... Председатель Евразийского союза композиторов. Вот. Все Евразии. Ты представляешь, сколько там народу будет? Сколько там композиторов? Это я. Ты автор более 40 композиций к фильму. Ну да, это правда, да. А какие прям фильмы можешь рассказать? Ну, допустим, фильм «Классик» такой. Видел про бильярд? Его каждый день, каждую неделю по телевизору показывают. Хотел сказать, это Лёшка советский, советский, 96-го года, Лёшка Гуськов, Сашка Панкратов черный, там в бильярд. И говорит, ну, бильярд, это его все знают, это очень популярный фильм. Это режиссер Георгий Шенгели. Георгий Иванович Шенгели, великий российский режиссер. Мы с ним сняли «Классик», «Мусорщик», оплачено заранее, «Неуправляемый занос», «Агентство мечта», еще какое-то кино. Мы с ним сняли около 10 фильмов «Страсти в ателье Шах». Это все есть в интернете, это флешка, еще такой, ну, более современный фильм. Помню на Тавриде, когда мы вышли попить кофейка, так сказать, маленько задобрить наше будущее, то есть представление с грантом. Мы представили все, что мы из Удмуртии, и ты нам поведал историю. Напомню, как у тебя связана с Удмуртией жизнь? Ну, с Удмуртией я дружу, во-первых, дружил раньше крепко. Сейчас, к сожалению, мы не видимся с Тамарой Тихоновой, нашей лыжницей. Вообще я дружил с лыжницей. И Галиной Алексеевной Кулаковой, да, ей бог здоровья. Я так понимаю, что она жива-здорова. Да. Вот. И я был, во-первых, у Тамары Тихоновой на свадьбе, где мы лихо гуляли по-удмуртски. Это какой год было?
я сейчас не могу вспомнить. Еще я был на 50-летии у Галины Алексеевны и ночевал у нее в квартире в маленькой, когда ей там на 50 лет, ей, мне кажется, то ли губернатор, то ли кто-то подарил дом или какие-то документы на дом, в котором она, вероятно, сейчас и живет, наверное, она его построила или как. И я помню, я встал ночью, пошел искать там места пользования, и я хватался за все ручки, там темно было, отсюда падали медали. То есть вот столько медалей у Галины Алексеевны, они лежат у нее везде, лежали. По крайней мере, это умопомрачительно, что человек вот смог за свою карьеру, то есть такую славу он родине принес. Что, Андрей, спасибо. Да не за что, спасибо тебе. Приятно было. Да, за такой разговор. С Андреем постараемся встретиться на нашем, ребят, фестивале. Андрей, мы тебя официально приглашаем. Спасибо, да, спасибо. Если получится, я с удовольствием приеду. Может быть, я вам какую-то пользу там принесу. Я не знаю. Финансово. Мы всегда рады. Не, ну сейчас он выключит камеру. Ну что, ребят, все. Встречаемся на фестивале 14-15 августа, село Шеркан, усадьба Толбовая. Все на мотоциклы.